Кузя сегодня первый в студию прибежал. Ему и сказку рассказывать. Ага. Какую будешь? Китайскую. Когда земля становится золотом. Ну ладно, давай слушать будем. Ван Суецинь. Кто? Ну, имена у китайцев такие. Вот. Ван Суецинь был трудолюбивым крестьянином. Круглый год, вставая чуть в свет, он трудился на своем поле. Соседи вскапывали землю по одному разу, а он по два, а то и по три. Хотя поле его было невелико, оно кое-как кормило хозяина. Но сыновья Ван Суециня не были похожи на отца. Целые дни они слонялись без дела. Они пропускали его слова мимо ушей и лентяйничали. Это бывает ж такое. Вот. Заботы о них не давали Ван Суециню покоя. На что же будут жить эти лентяи, когда его не станет? И вот Ван Суецинь заболел. Ах ты, батюшки. Вот. А позвал он своих сыновей и сказал им: «Боюсь, что дела мои плохи, дети. Ничего я не могу оставить после себя. Вот правда, на 4 му земли...» Минуточку, где? Что такое 4 му? Ну, 4 му, вот 1 му – это мера площади, равная 0,007 гектара. Вот ты понимаешь, ты что? Ну. Вот. И говорит он: правда, на 4 му земли, что на восточном склоне зарыто немного золота. Ну, все интереснее. Ну. Да. Но чтобы отыскать его, вам надо перекопать землю. И после этого он умер. Если мы найдем золото, мы будем жить богато. Ну, так подумали братья. Ну. Вот. И стали они перепахивать всю землю. Но золота не нашли. «Может быть, мы не очень глубоко пропахали землю?» — сказал старший брат. И они еще раз глубже пропахали поле. Но опять ничего не нашли. А дальше они вновь и вновь вспахивали поле, но золота по-прежнему не находили. «Видимо, обманул нас отец», — подумали раздосадованные братья. Но земля на их поле после такой тщательной обработки стала очень рыхлой, и когда братья засеяли ее, посев зашел прекрасно. Со своих 4 му они собрали урожай больше, чем другие с 8. Ах ты! Только теперь поняли братья слова отца. С тех пор они никогда больше не бездельничали. Ну да, они работали, и земля стала давать им урожай. Земля стала золотая. Да. Вот такой мудрый отец. Вот такая вот сказка. Очень поучительная, правда, ребята? Ой, как быстро время пролетело. Да. Пора заканчивать наш день. Да. Спокойной ночи. Добрых снов, ребята. В следующий раз я первый в студию прибегу, я буду рассказывать. Хорошо. Спокойной ночи, ребята.